Соболи снимаем с провилки. И, ну я вот обычно еще маленько на улицу выношу, чтобы, то когда шкуры пересушенные, да, чтобы эти бумажки отклеить от шкуры-то. Маленько на улицу выношу, и за счет разницы температуры, видать, маленько в область становится, ну, относительно. И начинаем снимать бумажки эти, которые наклеили вчера. Так маленько отминаешь осторожненько. Когда шкура пересушена, она же порваться может. Так придется зашивать. Так вот маленько отминаешь и снимаешь. Стараюсь, чтобы бумажки на шкуре не осталось. Маленько осталось, не беда. Вот. Баночка у меня водичка. Водичкой вот так вот маленько замачиваешь. Отпинать было это легче, не порвавшись, отмялась. Вот так вот маленько шевельнула, она засохшая. И вот когда наклеиваешь эти бумажки, сильно прижимать в шкуре не надо. Вот так просто наклеил, да и все тут. Прижимать не надо, когда прижимаешь, она сильнее же присыхает. Потом ее проблематично бывает клеить. Раньше газетами, это газеты клеили. Можно было вот так вот сидеть, читать там абзацы. Отклеивается хорошо. Ну, когда на улицу выносишь, маленько подморозишь, минут 10-15 обратно заносишь. Минуты 2-3 полежит, 5 может. И уже маленько воблая становится. Это вот на больших морозах еще лучше. Когда выносишь, она промерзает хорошо. Сейчас-то тепло, но все равно помогает. Это дело. Сейчас водичкой. Так, бумажки мы отклеили, да? А сейчас это берем, пальцы опускаем, ну, чтобы сильно шкуру не замочить, она же свежая, а сильно замочена, она обратно форму потеряет, которую мы ему так старательно придавали посредством провилки. Так вот маленько замачиваешь, чтобы отминал. Ну, перед тем, как нам ее вывернуть надо. Так что мы ее не повезем. Вот так вот. Достаточно. Со стороны головы чуть побольше сделаем. И кидаем. Лежит пока. А то это уже замоченные, да? Видишь, такие становятся. И начинаем мы их отпинать. Сильно не отпинаем, просто только вывернуть. Так вот делаем.
поворачиваем чуть поосторожней. Вот. Посули. Так, ножки надо было сперва. Да, вывернуть. Ножки. И вошла голова. Поворачиваем. Управляем голову. Носик. Если здесь много мяса оставляешь, ее она становится твердой, как этот тастый алхалрин. Нет, трудно уворачивать. Бывает. Ну и соблюдай симметрию, как говорится. Так вот делаем. Прижали по краям, чтоб тут на форму держала. Управляем. Вот так вот. И далее мы ее унесем на улицу и этим снегом. Нижний слой снега, ковырёха. И ее промываем. Еще это с собой-то тут нет. Бывают специальные такие расчески для меха. С иголок деланы иголками. Ими расчесать так вообще прекрасно будет. И это после того, как прочистим снегом, да, вывешиваем, ну, чтоб проветрился. Три кота. Подвесил подсушиться. Там маленькая-то, одна маленькая, сыроватый с одного боку. Ну, в смысле, меха. Маленько сыроватый. Пускай повисят маленько сколько-то. А он уже высох. И понесу на улицу. Раньше за одного соболя можно было бочку бензина взять. А так, ну, где-то бочка бензина была, раньше стоила. А сейчас уже вот за этих 3 котов бочку возьмешь, нет. Так получается. По бензину. А затем берем, и вот нижний слой снега, да, он как крупинками берется, вот такая, как крупа становится. Камеряха, короче. И ею, короче, вычищаем. Вычищаем вот так вот. Весь этот прижизненный, ну как стираем, короче. Это очень сложный случай. Стираешь даже, усушиваешь, обратно вытягиваешь. Вот так. Если все нормально, вот так вот вычистил.
уже седой, ага. Даже седой. Так вот очищаем. И как стираешь, получается. Ну и вот. Раньше до такого соболя бочку бензина можно было. А мы еще с этим лавку-то не с Мишкой, с Кишкой советской. Кстати, привет, Киша, если смотришь. Мишка. Хаю Кичавич Гермогенов. Рук у меня была готовить. Вот они. С ними мы один раз за одного соболя 5 бочек бензина взяли. С танкера. Подскочили на моторе. С капитаном договорились-то забрать. А сейчас со всех этих троих бочка бензина будет, нет? Посмотрим. Вот так вот. Чистенькая, сушеная. Хорошие котяры попались. А потом вывешиваем проветриваться. Ну, пускай до вечера повисят. До завтра, может. Проветриваться пускай. Сухая стенка, так сказать. Так, рулер. Дятел трещит. Да. Ну и куда вы, ребята, пошли? Вчера вот так вот километров 10 срезал вверх. Они, походу, вверх ушли туда. Сегодня километра 25 по этой речке проскочу. А у меня путик есть. Дорога есть. Дорога есть. По ней проскочу, посмотрю, в какую сторону пошли. Если в ту сторону ушли, в сторону Улу, придется послезавтра кружочек сделать. Километров 80. Чуть больше 80 получится. С утра пораньше надо будет выезжать. Там, если по дороге работа, переночуем, избушку найдем. Этого избушка-то должна быть готовая с дровами, со всеми делами. Ладно. Пускай висят. Вот так вот. Процесс первичной обработки. Скажем так. Пушнины. Вот такие они получились. А когда эти на лапки наклеиваешь бумагу, да, вот так маленько растягивать надо, вот так вот. То у нас случай было с супругой как-то, ну, десяток соболей. А
там еще 2 колонка были. Десяток соболей я оставил. Ну вот этими клубками вывез с лесу. Колобочками. А в лес уезжать надо. В лесу не было времени натянуть. Я и говорю, это... А тут еще... это вот приемщик должен приехать. Я там в лесу собрался. Я говорю, натянешь соболи? Да, говорит, натяну. Потом я уже соболей здесь делал. Туда приезжаю. Она такая на соболе. А у тебя почему? Как у тебя, говорит, ноги такие? Ну, нормальные, говорит, получаются. А у меня, говорит, длинные, говорит, такие получаются, говорит. Но она их вытягивает, так и наклеивает. Какие-то бегуньи, говорит, они у меня длинноногие. Хохотать. И хвост также тоже передний. Когда наклеиваешь, так вот расправляешь. А то умеет тоже делать соболя. Умело. Как-то тех 2 колонков. Раньше же мы их вот так вот саживали совсем вот так вот. Ну, чтобы мех пуще был, что ли, вот так вот саживали. Но они где-то такого размера получались. Но зато мех такой густой, как стоячий получается. Сейчас уже так делаем. Но этих 2 колонков она тем разом тоже так же садила, натянула и вместе с соболями там кинула. Она-то не знает, что это колонок, да? Она думает, какие-то рыжие такие соболя, и по соболинам насадила вот так. И этот, говорит, приемщик такой посмотрел, говорит, на них, потрогал, откинул в сторону, потом опять что-то потрогал, а потом только, говорит, до него дошло, что это колонки, говорит. Смеялись мы там. Приемщики. У них-то у женщин такие руки. Что сделают? Да. Такой. Так. Почистим еще снегом.